день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас уже третий день работы нашего межрегионального музейного онлайн-фестиваля «Музей как ресурс территории». Сегодняшняя тема называется «Популяризация фондовых коллекций классическими и современными приемами». Вообще фонды у нас являются сердцем, святым святых любого музея. И очень большое удовольствие всем музейщикам приносит, когда фондовые материалы грамотно используются в музейной работе и тем самым привлекают больше посетителей. Делать это можно самыми разными способами, и благодаря креативным музейным специалистам возможности и методы расширяются. Сегодня мы с вами остановимся на кейсах, которые удивляют своей простотой и оригинальностью представления музейных коллекций. Опытом работы с нами сегодня поделится Мария Рахчеева, директор Государственного биологического музея имени Тимирязева, Дмитрий Львович Орлов, заместитель директора по науке Ивановского государственного историко-краеведческого музея, Артем Николаевич Силкин, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Остров-Град-Свияжск, Наталья Юрьевна Кашпар, научный сотрудник отдела этнографии народов Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея, и Жанна Сергеевна Олейникова, директор Серпуховского историко-художественного музея. К сожалению, получилось так, что Мария Шпак к нам присоединиться не сможет. Она заболела. Желаем Марии скорейшего выздоровления. И для начала я слово предоставляю первому спикеру Марии Витальевне. В этом году Государственный биологический музей буквально недавно выиграл грант благотворительного фонда Потанина «Общее дело». Что это за проект такой интересный и как он связан с фондовыми коллекциями, и расскажет нам Мария Витальевна. Мария, вам слово. Да, спасибо большое, Татьяна. Спасибо большое всем, кто присоединился и посмотрит этот выпуск в записи, потому что, в общем, я знаю, что будет выложена потом эта запись. И действительно хочу рассказать о нашем проекте, который вот в этой критической ситуации, в которую мы все с вами попали, связанные с пандемией, с коронавирусной инфекцией, когда и музеи были закрыты. Ну и вы знаете, что сейчас очень тяжелая ситуация, особенно в Москве, да, и непонятно, когда это все закончится. Я бы хотела сказать, как мы выкрутились из этой ситуации и какой у нас появился необычный проект в нашем музее, который в том числе позволяет и популяризировать, и рассказывать о нашей фондовой коллекции. Сейчас я включу свою презентацию, но я буду рассказывать про наш проект, который мы действительно выиграли в этом году. Называется он «Биоэфир». Но прежде чем о нем рассказать, немножко расскажу о нашем музее. Может быть, не все еще были в нашем музее, и приглашаю вас обязательно его посетить. Биологический музей Тимирязева был основан в 1922 году академиком, ученым-физиологом Борисом Михайловичем Заводовским. Мы находимся вот в таких чудесных зданиях. Это усадьба конца XIX века Петра Ивановича Щукина. Сегодня наш музей достаточно ведет насыщенную работу. Мы вообще единственный, наверное, комплексный музей в Москве точно, но мы так думаем, что и в России, где представлены все разделы биологии. И чуть дальше на слайдах я вам покажу, как выглядит наша экспозиция. У нас действительно есть все разделы биологии. И мало того, наша экспозиция построена была и до сих пор, когда мы обновляем экспозицию, мы придерживаемся этой концепции. Наш музей, наша экспозиция – это как иллюстрация к учебнику биологии, который, может быть, многие из вас что-то помнят. Да? Помните учебники? Вот наша экспозиция – это прямо иллюстрация к этим учебникам. У нас 17 залов, есть 2 интерактивные экспозиции, оранжерея, экспозиции под открытым грунтом, где мы представляем растения Красной книги Москвы. Мы еще отличаемся тем, что у нас гигантское, на самом деле, количество экскурсий и занятий, более 110 тем, по-моему, 113 было в начале сентября. У нас придумано, и мы успешно их проводим, и проводим для школьников всех возрастов, от 1 до 11 класса, и даже работаем со студентами и взрослой аудиторией, с молодежью. Проводим более 50 выставок ежегодно, и в нашей коллекции представлено более 100 тысяч экспонатов.
Вот как выглядит наша коллекция. Здесь видно, что у нас есть такие классические залы, классическая, да, естественно, научная экспозиция, в которых есть и ботаника, и зоология, и про грибы у нас есть, и очень уникальные экспозиции, посвященные физиологии, анатомии животных и человека, древние животные, эволюция, экология. Ну, в общем, как я говорила, весь учебник биологии, который был у нас в школе с вами. Есть два интерактивных вот таких зала. Наверху показана экспозиция зала «Смотри в оба», которая рассказывает об устройстве зрения человека и животных. И также у нас есть вот такая лаборатория, которая называется «Прозрачная наука», где мы проводим наши практические занятия с микроскопами, с демонстрацией опытов и так далее. Как я говорила, что действительно наш музей уникален тем, что у нас более 100 тем экскурсий, занятий. Есть и классические экскурсии, когда экскурсовод с указкой у витрины работает, да, с группой. Есть и интерактивные, когда дети могут что-то потрогать, пощупать, занятия с микроскопами, опыты показываем. И мы в том числе проводим занятия еще и по другим естественным наукам, это по химии и по физике. Это вот по общей посещаемости нашего музея около 100 тысяч, на самом деле чуть больше 100 тысяч в год у нас было, честно вам скажу. Понятно, что в этом году это будет намного меньшая цифра. Большая часть это индивидуальные, так называемые семейные посетители, то есть родители с детьми. Но при этом у нас проходил анализ, 2 года назад у нас проводился анализ антропологической нагрузки на нашу экспозицию, который показал, что в общем посещаемость нашего музея может быть и не такая большая, но уже находится на пределе. Тем более это важно с учетом сохранения и фондовой нашей коллекции, да, потому что большой наплыв посетителей, как вы прекрасно знаете, влияет и на климатические условия, которые становятся в залах, и, конечно же, это влияет еще и на сохранность самой усадьбы, которая является объектом культурного наследия. Так вот, и нас, в общем, мучил вопрос, как же расширять аудиторию, и мы, конечно, понимали, что выходом может стать как раз-таки выход в интернет, работа с интернет-аудиторией, но мы все никак не могли понять и не находили время, что ли, силы, чтобы этим серьезно заняться. Честно вам скажу, что действительно до 2019 года цифровые диджитал-проекты в нашем музее были очень скромные, более чем скромные. У нас мы практически не производили видеоконтента. У нас, в общем, действительно, в залах очень мало таких мультимедийных каких-то решений представлено. Меня это как директора всегда беспокоило, но я понимала, что нужно найти силы, время, ресурсы, технику. В общем, этого просто не было. Ну и в период пандемии мы, конечно, были вынуждены, как и все музеи, перейти в интернет-пространство, работали в соцсетях. Мы начали, конечно, делать какие-то экскурсии, даже вот проводили такой цикл занятий, что делать, если у вас дома есть микроскоп, и показывали, как вот соль, да, сода, то есть такими сподручными средствами использовать микроскопы, как-то себя развлекать дома, да, чтобы родители могли как-то что-то с детьми делать. Но честно скажу, что вы можете посмотреть, это видео у нас выложено на сайте и на нашей странице в YouTube. Ну, качество, скажу честно, ну, довольно-таки среднее, честно скажем, да, было, и звук был так себе, и видеокартинка непонятная, но, в общем, я благодарна этому периоду, то, что действительно дал возможность нам попробовать свои силы, посмотреть, как это, что нужно изменить, и действительно в июне 2020 года мы выиграли грант на реализацию образовательной программы, на создание образовательной такой студии, где можно было создавать качественные занятия, проводить качественные экскурсии с детьми, причем была задача сделать это так, чтобы эти экскурсии мы могли проводить в прямом эфире, не в записи, не в видео выложенном на сайте, а именно в прямом эфире, вот как я сейчас с вами общаюсь, подключаться через разные каналы с детьми, с классом и проводить им наши занятия. Комната, где мы решили устроить такую интернет-студию, на самом деле выглядела вот так. Эта комната была для таких мастер-классов. Видите, стол, да, какие-то табуреточки. И она небольшая по площади, около 20, по-моему, 5, что ли, 30 квадратных метров.
И действительно мы сейчас эту комнату используем как онлайн-студию. То есть, в общем-то, не бог ведь что. Как оказалось, что площадь можно быть и гораздо меньше, чем эта комната, раза в 2. На деньги, конечно, честно вам скажу, что, конечно, что потребовалось в первую очередь, это техника. Мы это прекрасно понимали. И спасибо фонду Потанина, потому что основные средства гранта были потрачены именно на закупку дорогостоящей техники и программного обеспечения, которое позволяет проводить трансляцию в прямом эфире. Без этого, в общем-то, никак, хотя на самом деле, как показывает опыт наш предыдущий, то, в общем-то, можно и довольствоваться гораздо меньшими техническими возможностями, но понятно, что всегда хочется лучшего, большего, да, для наших посетителей. Но мы на самом деле решили еще больше заморочиться. Мы, когда в гранте, в заявке на гранте у нас не было указано ни название, было указано только, что будет образовательная онлайн-студия. Но мы решили сделать это таким самостоятельным проектом музея, да, скажу таким маркетинговым словом, сделать такой отдельный бренд внутри нашего музея. Мы придумали название этой студии, называется она теперь «Биоэфир». Придумали мы сами, мы сели, провели мозговой штурм и придумали всякие названия, всякие слова, и в итоге поняли, что это всем нам больше понравилось. Наш дизайнер даже разработал логотип этой студии, причем сначала, видите, вот здесь она нам предложила, у нас была создана рабочая группа, это группа в WhatsApp, честно вам скажу, мы с сотрудниками обсуждали всякие вопросы, и вот дизайнер нам кинул в WhatsApp вот такую картинку, сказал: коллеги, выбирайте, какая вам картинка больше нравится. В итоге мы все проголосовали вот за такое решение, да, вот такой кляксы, как мы говорим, с кружочками. Мало того, что мы решили даже сделать фирменные футболки, чтобы все ведущие, которые проводят занятия с детками в этом биоэфире, были узнаваемы. Я на правах директора, посмотрите, сделала себе такую же футболку, и вот в ней сегодня сижу и с вами общаюсь. Ну и дальше началась очень большая тяжелая работа по адаптации наших существующих занятий. Мы решили пойти таким путем. Поскольку у нас много тем, да, у нас их больше 100, мы решили не придумывать новые темы, а поняли, что нам нужно адаптировать существующие темы под такой онлайн-формат. И началась, как мы ее называем, репетиция. Действительно, сотрудники приходили в эту комнату и просто надиктовывали в прямом эфире, да, диктовывали свой материал. Мы этот материал потом обсуждали в нашей рабочей группе, давали все обратную связь. Ну, в общем, наверное, вы понимаете, это был такой онлайн-методический совет, на котором нам действительно было важно понять, как это сделать доступным для тех, кто сидит, да, за экранами, потому что, в общем, скажу честно, эта работа непростая. И потребовалось, ну, по несколько раз репетиций для того, чтобы хоть как-то освоиться, хотя бы просто сидеть перед камерой и при этом рассказывать интересно и доступно, так как мы это делали в офлайн, да, режиме в нашем музее. Но и когда мы обсуждали, что и какие темы будем брать, мы поняли, что ключевым все-таки должен стать фондовый предмет. Ну, может быть, даже, честно говоря, не фондовый, потому что у нас есть так называемый интерактивный фонд экспонатов. Это не фондовые экспонаты, но которые мы тоже использовали раньше на интерактивных занятиях, которые давали детям потрогать либо макеты, модели, да, вот как здесь, например, это, кстати, вож, яйца вши. И мы поняли, что это должно стать ключевым, что просто говорящая голова – это не наш формат, что нам нужно обязательно показывать, хотя бы так показать эти экспонаты, хотя бы так показать нашу коллекцию, потому что, в общем, вы, наверное, прекрасно понимаете, что без коллекции, без экспонатов, да, музей, в общем, это просто место.
без такой смысла уже, да, в нем нету такого музейного. Поэтому, конечно, причем мы пошли очень интересным путем. Мы договорились, что, и в том числе с главным хранителем, что они будут выдавать те экспонаты, которые у нас лежат в фондах, которые действительно мы раньше никогда не показывали на экскурсии, просто это нельзя, да, это запрещено. А поскольку здесь нету посетителей, здесь есть научный сотрудник, он надевает перчатки и показывает уже гораздо больше экспонатов, чем располагается в нашей экспозиции. И таким образом мы увеличиваем, что ли, количество предметов, которые мы показываем нашим посетителям, нашим деткам. Презентацию проекта мы провели 1 сентября, в День знаний. Мы в соцсетях выложили небольшие укороченные ролики 5 тем, да, которые уже были в тот момент готовы. Мы подготовили пресс-релиз и провели рассылку по базе учителей, которая у нас уже была за это время накоплена. Мы также создали анкету для тех, кто проходит занятия в нашем биоэфире, и отдельно прописали технические требования, какие должны быть с той принимающей стороны для того, чтобы это занятие прошло успешно. Честно вам скажу, да, чтобы сразу предвосхитить ваш вопрос, сейчас все занятия мы проводим бесплатно. Почему? Потому что для нас важно вообще понять, как это делать. Да? Вроде как бесплатно, и можно совершать какие-то небольшие ошибки, ну, не так это страшно, да, чем если бы это была платная услуга. Поэтому сейчас мы проводим занятия бесплатные, но обязательным условием участия является то, что нам все участники этих занятий в биоэфире заполнят нашу анкету. И в анкете в том числе есть вопрос, готовы ли вы платить за эту услугу и сколько вы готовы за это платить. Вот мы сейчас ждем, в общем-то, этой обратной связи, посмотрим, к чему это приведет. Второй важный элемент, который нам показался критически важным и без которого мы решили не будем проводить занятия, это получение обратной связи. Все наши занятия оффлайновые в музее, экскурсии, они обязательно были построены на диалоге с посетителями. Поэтому захотелось тоже сделать этот диалог, и сейчас эти занятия мы проводим в Zoom, да, в котором есть возможность не только в чате написать, но и включить микрофон и задать свой вопрос. Для тех, у которых не установлено это приложение или не могут по каким-то причинам установить, мы делаем такие трансляции через закрытую ссылку на YouTube, и тогда они могут писать свои вопросы в чате, в смысле детки, да, могут писать, или учитель, например, писать вопросы детей в чате. И у нас даже был очень интересный опыт на прошлой неделе в пятницу, когда мы в класс транслировали онлайн-занятия в прямом эфире по YouTube, а учитель был на связи с нашим техническим специалистом по телефону, и он по телефону задавал вопросы техническому специалисту, а тот передавал вопрос ведущему. То есть даже вот такую обратную связь, но, в общем, мы договорились, что обязательно должна быть связь с классом, с детьми, с учителем, хотя бы по телефону, и оказалось, в общем, это тоже работает. Это я говорю к тому, что действительно есть много разных возможностей получить эту обратную связь, главное посидеть, подумать, как это сделать. Поверьте мне, что это очень-очень важно, и обязательно используйте этот ресурс, хотя бы телефон. Сегодня мы разработали и предлагаем для школьников 13 онлайн-занятий по разным темам, по разным биологическим темам, в том числе и там есть занятия по химии. 5 циклов занятий, каждый из которых состоит из 2 занятий. Вот такой у нас ассортимент сложился. И здесь вот на слайде я показала, мы вчера, это слайд со вчерашнего занятия. Сейчас в Москве, наверное, вы многие слышали, проходят 2-недельные каникулы по распоряжению мэра, да, чтобы избежать лишнего контакта детей друг с дружкой. И мы сделали как раз-таки каникулярную программу в биоэфире для школьников. И вот это в том числе, это занятие называется «Химические хамелеоны». Здесь вы видите, детки сидят дома. И на самом деле интересно, что некоторые учителя у нас начали заказывать
такие занятия в каникулярное время, и мы спросили, а как это, потому что было такое неклассное распоряжение не мучить детей дистанционными занятиями, а оказывается, учителя некоторые заказывают нам такие занятия, чтобы проверить, что дети дома сидят, а не гуляют. И вот мы с ними общаемся, и заодно учитель проверяет, сколько детей из класса сидит дома, не бегает по улице или не ходит по торговым центрам. Ну и на этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо большое. Если вопросы есть, готов на них ответить. Спасибо большое, Мария, за очень интересный доклад. Подскажите, пожалуйста, сколько человек примерно у вас может находиться одновременно в эфире? Потому что я вчера увидела у вас в комментариях в Фейсбуке, что вы можете записывать целый класс. Это один класс, два класса или с какой аудиторией вы ведете занятия? У нас, если занятие проходит через Zoom, то у нас там оплаченный аккаунт, там, по-моему, до 100 может быть, до 100 участников, но мы, конечно, такого, честно говоря, делать не хотим по одной простой причине, потому что от 100 участников получить обратную связь, ну, невозможно, да, но это будет просто односторонняя связь, проще видео записать и выложить в закрытый, например, даже доступ или в открытый, это уже, да, как пойдет. Мы делаем как? Мы договорились, что у нас не больше 20 участников в группе, собственно, как и было в обычном режиме. Мы можем сделать либо связь с классом, да, то есть там у нас только один, получается, да, одна только принимающая сторона, и тогда мы, например, в Zoom видим весь класс, да, там камеру настраивать, чтобы мы видели весь класс, может быть, руки видели, да, кто поднимает, чтобы понять, что вот сейчас кто-то там хочет петь или там Свету задать вопросы. Либо вот сейчас в каникулярное время, когда дети сидят дома, мы связываемся с разными детьми, прям в дом к ним приходим. Тут вот Мария, отключите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Спасибо. Тут еще один вопрос пришел. Интерактивный фонд экспонатов – это раздел фонда или это только название такое? Нет, это не раздел фонда, это наше условное название, чтобы объяснить, что это такое, да, то есть это не фондовые предметы, обычно это какие-то такие, знаете, природные материалы, в которых в большом количестве, да, существуют там рога оленей, или, например, шишки, или листья заламинированные, вот то, что много, мы обычно такие вещи использовали на интерактивных занятиях у нас в музее, а сейчас мы их используем для того, чтобы показывать вот в биоэфире. Спасибо большое. И еще один вопрос. Вы все-таки говорили про монетизацию. Примерно через какое время вы готовы ввести, чтобы за ваши занятия оплачивали? Хороший очень вопрос. Мой был план как директора музея с января начать делать такую платную услугу, но и связано это было с тем, что я была уверена, что особого спроса на онлайн-занятия не будет. Ну, я, то есть, подумала, проведем, например, 5 занятий до Нового года, и ладно, потому что я понимаю, что это новое для учителей самих, история, да, может быть, они еще пока не готовы к таким вещам, поэтому было, что, ну, там, 5 штук, думаю, проведем, что-то поймем и сделаем платно. Но сейчас каникулы у нас за вчерашний день прошло уже 3 занятия прошло, сегодня, по-моему, 3 биоэфира, и у нас вот каждый день уже по 2-3 занятия все эти 2 недели. Но вот только посмотрим, что будет после каникул, потому что пока на послеканикулярное время записи нету. Вот поэтому, если, конечно, я решила, что если будет большой спрос, чтобы как-то его сузить, мы, конечно, уже раньше ведем услугу платно сделаем, но пока с 1 января. Спасибо большое за вопрос и огромнейшее спасибо за доклад. Я, насколько понимаю, вы первый музей, который ввел подобную услугу вообще для школьников, и желаем вам удачи в дальнейшем пути. Спасибо большое. Мария.
Еще один очень интересный проект, который предоставляет фондовые коллекции театральными и мультимедийными средствами, называется «Живой лубок». Он также реализован на средства гранта благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей 4.0». Об особенностях проекта и как они его реализовывают, расскажет нам Дмитрий Львович Орлов, заместитель директора по науке Ивановского государственного историко-краеведческого музея. Дмитрий Львович, вам слово. Добрый день, уважаемые участники онлайн-фестиваля. Я расскажу о проекте, который реализует наш музей. Проект этот реализуется на протяжении уже второго года. Конечно, свои коррективы внесла пандемия, но возвращаемся к проекту. Наш музей достаточно интересный, уникальный. В основе наших коллекций те коллекции, которые собирал Иван Вознесенский, фабрикант, меценат Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Уже в детстве он интересовался теми предметами древностей и редкостей, которые собирал его дед. И вот, по сути, с 12 лет он начинает формировать свое коллекционное, позднее музейное собрание. Чем интересна эта коллекция? Дмитрий Геннадьевич Бурылин собирал практически все. И вот среди его коллекций одним особняком находится коллекция русских лубков. Надо сказать то, что Дмитрий Геннадьевич Бурылин еще задолго до создания Музея промышленности и искусства достаточно активно экспонировался. Он показывал свои и коллекции русских набивных тканей, и нумизматику, и книги. Но вот лубок как-то постоянно из этого экспонирования выбивался. Практически не экспонировался он и в музее Бурылина, и в музее уже советского периода, поскольку для экспонирования эти предметы достаточно тяжелы, если не сказать практически невозможны. Все те изображения лубков, которые собирал еще Дмитрий Александрович Равинский, а Бурылин общался с Равинским и после смерти коллекционера приобретал у его потомков еще дополнительные какие-то листы. Причем Дмитрий Геннадьевич Бурылин стремился эту коллекцию пополнять достаточно сильно, то есть на полноту. То есть он приобретал не только хорошие оттиски, но и в том числе какие-то брачные, пробные какие-то листы. И музей, как учреждение культуры, его три основные функции – это сохранять историю в подлиннике, формировать коллекцию, изучать и популяризировать. И вот лубок, оформленный вот такие достаточно большие фолианты, они для экспонирования были достаточно тяжелы. И когда мы готовили вот этот этот проект, кроме традиционного выставочного проекта, мы решили и лубок оживить. Даже в экспонировании лубка были достаточно серьезные сложности. Мы отсканировали и сделали качественные фотографии лубка, сделали реконструкции. Очень долго мы подбирали тип бумаги, который соответствовал бы той льняной бумаге, на которой печатались вот натуральные лубки. Нашли, мы распечатали, и на сайте нашего музея выставка «Неприличное прилично», она выложена, и с ней может познакомиться любой желающий. И кроме вот этой традиционной выставки мы решили, естественно, оживить этот живой лубок и создать вот такую театрализацию. Лубок чем интересен, те проблемы, социальные язвы, человеческие недостатки, они достаточно актуальны и в современное время. Это и пьянство, и азартные игры, и воровство, и расчет, и даже вот такой
процесс как харассмент, сексуальное домогательство какое-то. Вот. И коллекция лубков насчитывает более 1600 предметов. Мы разложили эти предметы по тем направлениям, по тем проблемам, которые освещал лубок в XVIII-XIX веке, и стали готовиться к театрализации. Понятно, что музейщики подходили к вот этой коллекции с музейным подходом, с музейной точкой взгляда, и мы долго достаточно размышляли, кто же нам поможет в этой театрализации. И у нас появился такой достаточно очень хороший партнер. У нас в области есть Ивановский областной координационно-методический центр культуры и творчества. И при этом центре существует театр юного зрителя. Мы не стали обращаться к профессиональным актерам, к профессиональным театрам, поскольку сложно сказать, вклиниться в их какой-то график. И вот театр юного зрителя, любительский театр, но тем не менее заслуженный коллектив, пошел нам навстречу. И первым нашим шагом вот в оживлении лубка было написание сценария. Если брать те подписи, те аннотации, которые присутствуют на лубке, они достаточно специфичны, они интересны, конечно, музейщикам, историкам, филологам, лингвистам, но вот современному человеку достаточно, конечно, этот текст понять тяжело. И вот Валерий Васильевич Маслов, художественный руководитель, главный режиссер заслуженного коллектива народного творчества театра юного зрителя, он помог нам создать вот этот сценарий. Мы ему предоставили все тексты с наших лубков, а тексты достаточно интересные. Когда мы готовили аннотационные тексты к выставке, естественно, все тексты изображения были розданы по, скажем так, сотрудникам, каждый отвечал за свою расшифровку текстов. И вот я стал замечать, что наши дамы, они стали, смущаясь, говорить мне о том, что, Дмитрий Григорьевич, а вы сами читали эти тексты? Там достаточно они вот скабрезные. Но как-то вот эти моменты, те слова, которые, скажем так, считаются сейчас нецензурными или неприличными, мы постарались обойти, но несколько слов у нас присутствуют. Ну, например, в сюжете, когда женщина задерживает вора, она и кричит вот такое слово, как, которое употребляется на лубке, как «ляцкий сын». Ну, вот такие вещи были. Сценарий был написан, было достаточно такое точное попадание, поскольку Валерий Васильевич, он обладал таким опытом написания сценария. И следующим моментом было создание этих костюмов. Надо сказать, что большинство изображений лубка это было не цветное, и передать цвет вот костюмов 18-го, начала 19 века было достаточно тяжело. Цветной лубок был, но раскрашивали его, скажем так, непрофессиональные художники, и чаще всего используют те краски, которые у них были под рукой. Тем не менее, с цветом мы определились, мы нашли те цветные лубки и создавали костюмы в той цветовой гамме, которая использована в лубке. То есть мы планировали демонстрацию лубка в изобразительном ряде на экране, такой театрализованной ширме. Вот. И затем
актеры изображали вот эту театрализацию. Костюмы готовил нам еще один партнер. Это кафедра конструирования швейных изделий Ивановского политехнического университета, или вуз известен как Текстильный институт или Текстильная академия. Академия достаточно технически оснащенная. При обмерке артистов, будущих наших исполнителей наших сюжетов луков, использовался ростовой 3D такой измеритель. И в результате мы остановились на 12 костюмах, которые для 7 актеров, которые изображали вот эти сцены. Естественно, возникла такая и проблема с приобретением ткани для этих костюмов. Важно было то, чтобы зритель, который видел эту театрализацию, не видел, скажем так, вот бутафорскую одежду, а максимально приближенную ту одежду 17-19 века, которую носили герои вот наших сюжетов. И ткань нам пришлось приобретать. У нас вот наш партнер Кузьмичев Виктор Евгеньевич, профессор, который как раз и заведует этой кафедрой. Он ездил в Китай, приобретал там вот эту ткань. К сожалению, мы в России, в нашем городе, такую ткань, ну, в сжатые сроки все-таки не смогли приобрести ткань. Он покупал в таком известном, всемирно известном нынче городе, как Ухань. Костюмы были сделаны, и дальше мы начали готовить вот эту театрализацию. Мы нашу театрализацию в форме такого мастер-класса, где режиссер, сценарист рассказывал, как он создавал сценарий. Те, кто создавал костюмы, рассказывали, с какими сложностями они сталкивались, воссоздавая вот эти театральные костюмы. Например, один из платьев кринолинов, он использовался, был изготовлен в том числе и с изготовлением корсета. Дмитрий, можно я вас буквально на 3 секундочки прерву? Вы по презентации рассказываете, но мы вашу презентацию, к сожалению, не видим. Вы можете включить демонстрацию экрана? Так, демонстрацию экрана. Сейчас. Вот, и... Вы пока пролистайте некоторые фотографии, что мы пропустили, и экран сделайте, и презентажку сделайте, пожалуйста, на весь экран. Спасибо. Ну вот сейчас видно. Да, сейчас видно. Ну вот как раз это наша пресс-конференция, на экране как раз Виктор Евгеньевич Кузьмичев, и он рассказывает о том, как создавались вот эти костюмы. Был такой интересный момент. В этих костюмах актерам приходилось учиться ходить, поскольку вот эти костюмы, эти камзолы, платья кринолины, корсеты для современного человека, они достаточно, скажем так, были неудобны. Вот это наша пресс-конференция. Мы создавали лупки, характерные и для Петровского периода, и для городской жизни уже XIX века. Вот справа в углу экрана как раз Валерий Васильевич Маслов, который создал нам сценарий, по которому мы поставили спектакль. В этом спектакле 6 сюжетов, которые меняются, и ведет вот этот мини-спектакль, пока актеры меняют костюмы, Раешник. Был такой достаточно интересный момент, когда актеры читали сценарий, когда в театре юного зрителя распределяли роли. Потом мы, к своему удивлению, обнаружили то, что нам, сотрудникам музея, не досталось ролей.
И сотрудники у нас, конечно, были обижены. У нас есть и те, кто достаточно активен в музейных занятиях, но, тем не менее, вот нам моралей, к сожалению, не досталось. Вот один из вариантов ширмы, на которой мы планировали менять изображение лубков. Вот эта презентация, здесь можно увидеть те альбомы, они достаточно большие для экспонирования, они не очень удобные, поэтому мы пошли на реконструкцию. Это фотография с выставки лубков, и вот как раз один из сюжетов, в котором рассказывается о таком браке по расчету, о неровном браке, и вот один из актеров как раз вот в камзоле конца XVIII века. Это вот такой сюжет как раз. И когда мы создавали вот этих 7 театрализованных сюжетов, естественно, что мы не брали какой-то один сюжет одного лубка, а включали в этот сюжет те темы, те диалоги, ту проблематику, которая характерна вот для каких-то тем. Расчет в браке, пьянстве, несбывшиеся мечты, игра в карты, воровство, домострой. То есть и как раз вот объединяли в этом сюжете. Вот это вот наш Раешник. Раешника планировал играть вначале я, но мне сказали, что я в очках на Раешника не очень похож. Вот один из сюжетов, когда человек несет на базар продавать яйца, говорит, что он продаст яйца, купит куриц, потом курицы снесут яйца, он купит поросенка, продаст поросенка, купит корову, корову принесет ему теленка. И дальше вот он мечтает, как он приобретет вообще целый двор. Есть несколько таких сюжетов лубка, есть сюжет о такой задумчивой девушке, которая шла продавать молоко, и вот в этом сюжете мы как раз попытались объединить вот тех людей, которые достаточно мечтательны. Ну вот несколько альбомов мы экспонировали, и вот на стене видны эти реконструкции, они выполнены в размер, то есть это мы очень долго подбирали льняную бумагу. И на нашем выставочном проекте мы коснулись и темы взрослого лубка 16+, где представлены такие достаточно эротические картинки, но с современной точки зрения они смотрятся достаточно, скажем так, невинно. Тем не менее, мы ограничения для детей сделали, хотя дети, естественно, очень желали заглянуть, посмотреть на эту часть выставки. Выставка у нас пользовалась достаточно большой популярностью. Повторюсь, она выложена у нас на сайте нашего музея, музей Бурелина РФ. И когда мы выложили эту выставку, мы еще сделали следующий шаг. Мы записали 2 видеолекции, видеоэкскурсии. Они также выложены на сайте нашего музея, в контактных группах. Мы достаточно активно продвигали наш проект в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. И если вы, когда зайдете на наш сайт, опуститесь вниз, там есть кнопочка YouTube, и там можно посмотреть как раз вот 2 видеоэкскурсии, где достаточно хорошо с анимацией рассказывается о как раз выставочном проекте классическом. Ну, вот так шло создание наших костюмов. Это уже момент примерки. Мы успели показать полностью спектакль на акции, посвященной дню рождения Дмитрия Геннадьевича Бурылина, основателя нашего музея. Показали на открытии выставки. И дальше пришла вот эта пресловутая пандемия. И вот этот год, 2-я часть нашего основного проекта, мы должны были
показать наш спектакль на массовых площадках, на этнографических фестивалях, на Дне районов, на самых различных массовых действиях. Массовые действия у нас до сих пор запрещены, и актеры наши достаточно долго, вот до начала сентября, не могли даже проводить свои репетиции. И тогда мы придумали такой хитрый ход. Мы решили показать свой опыт ведения такой живой оборот музейной коллекции путем ее театрализации через такую форму, как научно-методическая учеба. И вот в эту субботу мы показали наш спектакль в рамках вот этой научно-методической учебы в городском доме культуры Приволжска. Это дом, в котором есть и любительский также театр, который отвечает за развитие культуры в Приволжском районе, и показали этот спектакль в Плёшском музее-заповеднике, где присутствовали и сотрудники музеев, они знакомились с нашим опытом и методикой вот, показа вот этого театрального спектакля. Ну, естественно, те работники культуры, которым, скажем так, это было интересно. Но мы не забываем и о широком зрителе. Мы, естественно, не закончим театрализацию, когда, надеемся, закончатся все ограничительные меры. Мы с нашим спектаклем будем ездить и после официального завершения проекта. И мы сняли полностью спектакль, но выложим его несколько позже, когда, скажем так, мы отыграем его на площадках. Вот у нас в перспективе выступления в Ярославском музее-заповеднике, в Владимире, в Костроме, в Ростове, в Суздале, то есть в соседние регионы. Первоначально наш проект был замкнут на массовые площадки с достаточно широким кругом посетителей нашего региона. Но вот пандемия, скажем так, нас подтолкнула к тому, что мы выходим на соседние регионы, на соседние площадки, где, скажем так, более лояльные ограничительные меры. Вот, в принципе, у меня, наверное, все. Я постарался по времени уложиться. Есть ли какие-то вопросы? Спасибо большое за очень интересный доклад. У меня сразу вопрос. А вы в Чебоксары к нам приехать не хотите с театрализацией? В Чебоксары можем приехать. Мы рассмотрим этот вариант. У вас там какой-то фестиваль? Или именно вот как раз с театрализацией Лубка, вот как как мастер-классом научно-методическим таким? Я думаю, было бы интересно, как научно-методический. Хорошо, мы подумаем, мы же будем общаться. Я думаю, что мы можем приехать, поскольку вот Поволжье, скажем так, мы рассматривали эти города, в том числе и театральные фестивали, к сожалению, которые пока для нас закрыты. У нас в следующем году как раз 12 февраля будет 100-летие музея, к этому будут приурочены какие-то мероприятия, мы можем вас туда пригласить. Хорошо, записал, будем иметь в виду. Спасибо. И еще один вопрос. Из каких фондов вы использовали лубки? Использовали ли вы рисованный старообрядческий лубок? Мы использовали те классические лубки, которые были в собрании Дмитрия Равинского. Старообрядческий лубок мы не использовали, хотя какие-то определенные традиции старообрядческого лубка, они в более широком лубке, они, конечно, присутствуют. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, на связи. Дмитрий, выключите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Спасибо. Так, подождите, тут еще один вопрос пришел. Читаю. Сейчас, подождите, прочитаю. Как вы относитесь к показу музейных проектов онлайн? В каком объеме планируете сохранить присутствие в соцсетях онлайн? Ну, тот спектакль, который мы отсняли, мы выложим его на сайте музея. Если будут где-то
действуют какие-то ограничения на массовых мероприятиях, на массовых каких-то действиях, фестивалях, то мы готовы предоставить для демонстрации наш спектакль. Вот в таком ключе. Спасибо большое, Дмитрий Львович, за очень интересный доклад. И в продолжении вашей темы я хочу слово дать Артему Николаевичу Силкину. Он расскажет про иммерсивных театрах в своем музее. Вообще в первый раз об иммерсивных театрах у нас говорила в первый день фестиваля Оксана Турская. Она говорила чуть так совсем немножечко о том, что их возможно использовать в аудиогидах, но в острове Град-Свияжск они этим занимаются уже давно, и достаточно большой опыт у них в этом деле. То есть подробности, как они к этому пришли и почему именно такой опыт работы решили внедрить в свою деятельность, расскажет нам Артем Николаевич Силкин. Артем Николаевич. Да, добрый день. Меня слышно хорошо? Да, вас слышно. Отлично. На самом деле, мой вот сегодняшний доклад, он, наверное, более узкой теме посвящен. Я попрошу тогда презентацию пока не запускать, я буквально 2 слова скажу о нашем театральном опыте вообще. Дело в том, что музей-заповедник остров Град-Свияжск работает с театром достаточно давно. То есть вот нам в этом году 10 лет, мы достаточно молодой музей-заповедник, и начиная с 2010 года у нас постоянно проходят какие-то театральные мероприятия, которые раскрывают культурное наследие Свияжска через язык театра. При этом, надо понимать, что музей-заповедник – это в нашем случае такой действительно комплексный музей, который презентует, задачей которой является презентация не только коллекций музейных, традиционных, то есть некого предметного ряда, но и презентация, например, культурного ландшафта, который окружает Свияжск и составляет огромную часть его, конечно, ценности. Презентация архитектурных построек, причем, например, постройки, которые сегодня находятся на балансе Русской Православной Церкви, они находятся, тем не менее, на территории музея-заповедника остров Град-Свияжск, и презентация православного наследия, она тоже входит в наши задачи, архитектурного наследия, я имею в виду, прежде всего. Если вот вы затронули тему иммерсивных спектаклей, у нас действительно несколько проектов было реализовано подобного рода, очень разных. Обычно, когда говорят о иммерсивных театрах, спектаклях и музеях, имеется в виду некая экскурсия с определенной степенью театрализации, более или менее. Иногда это чисто иллюстративные вещи, иногда какие-то более условные варианты. Вот у нас была, например, экскурсия, она такая театрализованная, по сути дела, спектакль, это был полноценно, назывался «Сказки и легенды Свияжска». Проходили показы в рамках нашей ежегодной театральной лаборатории «Свияжск Артель», который мы проводим совместно с Фондом поддержки современного искусства «Живой город». По сути дела, это была прогулка участников, зрителей в количестве порядка 50 человек по различным локациям музея-заповедника на открытом воздухе с рассказами о каких-то исторических артефактах, начиная со времени основания Свияжска, со времени Ивана IV, вплоть до событий гражданской войны 1918 года. Сам показ, он показал возможности иммерсивных таких спектаклей для музея, потому что когда, например, у нас актеры начали показывать сценку условного митинга Льва Троцкого, который приехал в Свияжск, который там действительно был, и все это на зрителей показывал, что проходившие мимо экскурсионной группы, они просто крайне, были изумлены и комментировали так, коммунисты совсем уже, стыд потеряли, в святом месте митинги проводят, потому что это, выглядит, конечно, как полное погружение в атмосферу, вообще говоря. Кроме вот таких, я считаю, достаточно традиционных форм работы, у нас был опыт несколько более такой интересный, связанный с современным театром. Мы работали с
командой Дмитрия Волкострелова, который сейчас работает в центре Мирхольда, а вообще является основателем театра Пост, такого современного театра очень. Работа состояла в том, что мы по кастингу выбрали 7 актеров, причем в кастинге участвовало со всей России около 300 человек. Это было 4 года назад примерно. И эти актеры приехали в Свияжск, неделю жили и находили какие-то места, которые для них показались в Свияжске важными. То есть это не было связано там с какими-то вот прям такими достопримечательностями очевидными, такими как наши соборы, архитектурные памятники или музейные здания. Это скорее места, на которые обычный турист при там 2-часовой короткой прогулке по Свияжску не обратит внимания. Они записали в этих местах некие аудио, такие рассказы, примерно длящиеся 10-15 минут, просто ассоциации с этим местом, с своей жизнью, с тем, что их окружает, с ландшафтом. Мы записали все это на традиционные такие аудиогиды, которые можно носить с собой. И до, собственно говоря, прошлого года у нас все это функционировало. Выдавалась посетителю карта с 25 точками. Он ходил по этим 25 точкам с аудиогидом, и голоса актеров в этих точках давали какую-то информацию о Свияжске. Но это скорее такое впечатление просто посторонних людей о Свияжске. Но это тоже достаточно интересно, потому что если ты пройдешь все 25 точек, то ты увидишь такой Свияжск, который ты в ходе обычной экскурсии, в общем-то, никогда не увидишь. Это помогает, конечно, глубже понять дух места, который, так сказать, не всегда очевиден, иногда не сразу открывается нашим обычным посетителям. Я хотел бы показать сейчас презентацию, которая рассказывает о нашем опыте презентации как раз-таки наследия вот такого православного церковного через театр, что само по себе, скажем, через современный театр не является, может быть, слишком распространенным. У нас есть такой замечательный объект, один из главных в Свияжске, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы на фотографии видите интерьер Успенского собора Свияжска. Там сохранился комплекс фресок второй половины XVI века, и в основном благодаря именно этому комплексу фресок в 2017 году Успенский собор Острограда Свияжск был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Следующий можно слайд? Конечно, безусловно, достаточно сложно рассказывать о православной живописи второй половины XVI века обычному современному посетителю, потому что это очень сложная такая религиозно-философский текст в живописи, по сути дела. Он отражает и религиозные концепции этого периода, и геополитические изменения, которые в тот период происходили, то есть централизация русского государства, присоединение новых земель и так далее. И для того, чтобы рассказать нашим посетителям, раскрыть им значимость, действительно подлинную значимость от того, что они видят в соборе, мы решили прибегнуть в том числе и к языку театральному. Следующий слайд, пожалуйста. С 2017 года совместно с Фондом поддержки современного искусства «Живой город» мы поставили 2 спектакля, которые раскрывают сюжеты фресок собора. Ну и в этом году, несмотря на все ограничения, нам удалось провести театральную лабораторию, которая была вдохновлена сюжетом одной из фресок собора. Следующий, пожалуйста, слайд. Первый спектакль, который мы поставили, посвященный фрескам Успенского собора, это детский кукольный спектакль. Называется он «Адам дает имена животным». Ну вот, собственно, на афише этого спектакля вы видите изображение фрески, которая вдохновила на создание этого спектакля. Там действительно сидит Адам и дает имена только что созданным животным, у которых имен еще нет. Конечно, фреска, она настолько иллюстративная, что это спектакль, он, конечно, сразу задумывался как детский. Следующий спектакль можно? По сути дела, это теневой такой спектакль, который показывается на мобильной ширме. Сам спектакль идет
30 минут у нас, и за эти 30 минут дети вместе с нашим главным героем, с Адамом, они пытаются назвать животных, которые появляются на сцене, на вот этой сцене теневого театра. Следующий слайд, пожалуйста. И во второй части этого действия проходит 30-минутный мастер-класс по изготовлению теневых кукол, и дети, соответственно, получают информацию о том, что такое вот такой теневой театр, и забирают себе домой на память куклы, которые они изготовили. Этот спектакль, он, в общем-то, пользуется популярностью. Мы его показываем в Казани, на театральной лаборатории «Угол». Сейчас на другой площадке он будет, видимо, идти. То есть каждый месяц в сезон идет 1-2 спектакля. Мы его показывали также в городе Ижевске. Вывозили. В общем-то, можем вывести в любое место, если нас кто-то пригласит. Следующий спектакль, следующий слайд, пожалуйста, посвящен более сложному такому вопросу. Это вот изображение купола Успенского собора, изображение фрески Отечества. Вот эта фреска, она отражает как раз-таки религиозно-философские споры второй половины XVI столетия, связанные с вопросами изобразимости Бога Отца. Ну, это вопрос, в котором достаточно сложно, конечно, разобраться такому посетителю с улицы. И опять-таки для того, чтобы как-то это все разъяснить, мы поставили спектакль, который, следующий слайд, пожалуйста, называется «Дело дьяка Висковатого». Он поставлен на документальной основе, на судебном разбирательстве второй половины XVI века, как раз-таки, где дьяк Висковатый спорил с представителями церкви о изобразимости Бога Отца. Но несмотря на то, что есть вот такая документальная летописная основа, спектакль поставлен в современной совершенно манере, то есть у нас не стояла задача какую-то историческую реконструкцию создать, а скорее поговорить о тех смыслах, которые имели в виду наши предки, когда происходил вот этот спор, собственно говоря, потому что нам кажется, что он сохраняет свою актуальность и до нашего времени в самых разных аспектах. Мы через спектакль это пытались показать. Этот спектакль, он также идет в Казани, показывается уже второй год. Следующий, пожалуйста, слайд. Это были спектакли. Ну, а вот здесь вы видите фреску. Справа она более крупно изображена. На ней такой достаточно загадочный сюжет. Бог или ангел дает Симу, сыну Адама, знание о алфавите и звездах. То есть он протягивает некий, значит, свиток с алфавитом этому Симу. Это тоже очень такая сложная конструкция на самом деле. Предмет богословских споров многочисленных, и мы стали думать, как мы можем поговорить вот на эту тему. Мы пригласили 3 режиссеров, рассказали им о этой фреске, и следующий слайд, пожалуйста, назвали театральную лабораторию нашу этого года «Алфавит». Это условное название, связанное вот с текстами, с буквами, со словами. 3 режиссера за неделю должны были поставить спектакли, свои произведения на вот эту тему условную. То есть они не должны были иллюстрировать фреску в данном случае, они должны были скорее какие-то ассоциативные поставить произведения. Следующий слайд, пожалуйста. 2 режиссеров мы пригласили, таких достаточно маститых, а 3-го режиссера мы выбрали через открытый конкурс, через кастинг. Нам поступило около 40 заявок со всей России. Ну вот мы выбрали предложение московского режиссера Елены Павловой. Она поставила спектакль под названием ОА. Спектакль был посвящен аббревиатурам советского времени. Ну, то есть это такое явление, которое было характерно для Советского Союза 20 века, с множеством всяких вот этих сокращений там, которые перекочевали и в наше время частично. Следующий слайд, пожалуйста. Второй спектакль, он тоже как бы был связан с этим понятием слов, текстов, букв. Он назывался «Имя», и в то же время он обыгрывал ситуацию пандемии, потому что Свияжск, он расположен на холме, на высоком достаточно, и вот актриса, она стояла на вершине этого холма, а внизу было около 150 зрителей,
холм достаточно высокий, порядка около 20 метров, и вот она взаимодействовала с высоты холма со зрителями, они там что-то слышали, что-то не слышали, это создавало очень интересное такое пространство. И опять-таки позволяло зрителям познакомиться с теми уголками Свияжска, до которых они могут и не дойти в ходе обычной экскурсии. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий спектакль поставила известный российский театральный критик и режиссер, редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Назывался он «Убывание мира». И там такая интересная была методика использована. На сцене художник рисовал буквы алфавита и слова разные, там древнерусские, слова и алфавит 19 века, современный алфавит. Танцор, перформер изображал эти буквы и слова, а перформер, музыкант, в данном случае это был композитор Александр Моносков, он пропевал эти буквы и слова. Ну и, казалось бы, это очень условная такая вещь, но на самом деле получилось очень цельное, интересное произведение. Тоже мы решили его постоянно вести репертуар, он будет идти в Казани, премьера состоится, я надеюсь, в декабре или январе месяце, в ближайшие месяцы буквально, и плюс к этому он будет поставлен в Москве, скорее всего, на площадке электротеатра Станиславский. Ну, собственно говоря, что нам дают вот эти все театральные постановки, которые, казалось бы, имеют косвенное достаточно отношение непосредственно к музейной деятельности. Ну, во-первых, вот если вы посмотрите на фотографию слева, видите, там в основном зрители это молодежь, молодая аудитория, которая, может быть, сложновато иногда заманить в традиционные музейные экспозиции, но когда они приезжают на театральные постановки, они, конечно, знакомятся и с Свияжском в целом, с нашими музейными экспозициями в том числе, и погружаются в историю. Поэтому для нас это прежде всего, конечно, выход на новую аудиторию, которую мы, может быть, там не охватываем всегда. Ну, во-вторых, поскольку достаточно качественные театральные продукты в ходе этой деятельности производятся, они вызывают интерес прессы, как местной, так и федеральной прессы, потому что про свияжские постановки пишут там и «Коммерсант», и «Российская газета», ну, то есть федеральный ресурс в том числе. За один из спектаклей вот «Золотую маску» в позапрошлом году получили, что тоже вызвало большой общественный резонанс. То есть это помогает как бы создавать медиаэффект и распространять информацию о музее-заповеднике в целом. Ну и третий важный аспект – это позиционирование музея, нашего музея-заповедника, как современной институции, которая работает в том числе с разными сложными темами, не замыкаясь в стенах музейных экспозиций или фондохранилищ, и показывает нашу открытость, помогает нам находить общий язык, опять-таки, с современной аудиторией. Следующий слайд. Собственно, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Да, Артем Николаевич, очень интересный доклад, спасибо. И вот я только что открыла вкладку чатка, и нам пишут: Артем Николаевич где-то в пути, вышел на связь не как все с рабочего места, а с салоном автомашины. Ну, я перемещаюсь, да, в Карелию на конференцию малых исторических городов, поэтому так получилось. Ага, спасибо. И еще вопросы. Для какой возрастной аудитории вы ставите спектакли? Мы ставим спектакли на разные возрастные сегменты. Ну, то есть, как вы видели, вот в примере с спектаклями про фрески, это и спектакли детские, это и спектакли, рассчитанные на аудиторию, ну, не подростковую, скажем так, но на студенческую, и, конечно, на взрослую абсолютно аудиторию. То есть, собственно, цель этой театральной деятельности – это как раз выстраивание коммуникации с самыми разными аудиториями, для которых, может быть, сложно там через экспозицию что-то понимать и воспринимать, но вот через театр люди иногда больше готовы, более открыты. И есть ли возможность адаптировать спектакли для людей с ОВЗ? Так, вот это вот опять про сокращение, да, мы заговорили. Напомните мне, пожалуйста, что такое
Люди с ограниченными возможностями. Ну понятно, да. Это я сама так прочитала. Ну, вы знаете, у нас, во-первых, поскольку я, кроме того, что директорствую музея, я являюсь соучредителем этого фонда поддержки современного искусства, у нас ровно в эти дни в Казани проходит фестиваль «Инклюзион», да, совместно с фондом Магита Аликперова, который посвящен как раз-таки театральной деятельности в области инклюзии. Наши спектакли с точки зрения зрительского восприятия, они все, конечно, как сказать, что значит адаптированы. То есть любой человек с любыми заболеваниями опорно-двигательной системы или до определенной степени ментальными, он может прийти, посмотреть этот спектакль. И, собственно, эта категория наших зрителей, она постоянная. То есть к нам люди, конечно, приезжают, смотрят все эти спектакли. Если вы говорите о участии актеров в театральных постановках, то это все-таки особое требует технологий. Мы этим занимаемся в Казани. Потому что в самом Свияжске просто нет этой категории граждан. Если бы были, мы бы, конечно, и с ними, безусловно, что-то делали. Еще один вопрос. Оказывала ли вам Русская Православная Церковь какие-либо консультации при создании спектаклей? Поскольку у нас все-таки музей-заповедник с большим штатом научных сотрудников, и мы готовили номинационное досье ЮНЕСКО, в том числе и ваш покорный слуга, а Русская Православная Церковь все-таки не научное учреждение, другие стоят задачи. Мы, безусловно, во взаимодействии в полнейшем действуем. Я еще об одном примере не рассказал. У нас был такой уникальный, я считаю, для России современный опыт. Мы ставили спектакль с студентами Казанской духовной семинарии. Причем, опять-таки, мы пригласили швейцарского режиссера, такого ультрасовременного, группа «Римени Протокол», известная немецко-швейцарская. И поначалу это вызвало настороженность со стороны Русской Церкви, потому что современный театр и церковь, знаете, на этом поле есть определенные проблемы, всем известные, я думаю. Но как только прошла премьера, нас даже попросили не называть это спектаклем, а назвать это встречей. И когда этот спектакль «Встреча» состоялся, то, в общем, первая новость на сайте Казанской епархии была в Свияжске, значит, состоялось такое чудесное действие, потому что он был, абсолютно гуманистического, так сказать, посыла, он помогал понять людей, которые избирают, молодых людей, которые по каким-то причинам избирают служение церкви как свою, как жизненный путь и главную профессию. И после спектакля состоялся, кстати, такой очень открытый диалог между аудиторией, а там было, молодежь, там порядка 80-100 человек зрителей, ректор семинарии, острые вопросы молодые люди задавали, которые, в общем, сейчас обсуждаются, да, в общественном пространстве, на эти вопросы отвечали. Был такой диалог, и это главный итог этого спектакля. То есть мы, конечно, выстраиваем диалог с Русской Православной Церковью, безусловно. Мы не настроены на какие-то конфронтационные вещи. Еще два вопроса, которых не задать я вам не могу. Один вопрос. Закончена ли реставрация Успенской церкви? Успенского собора. Да, реставрация была завершена. Сегодня доступ в Успенский собор осуществляется по соглашению между музеем-заповедником и Казанской епархией. Попасть туда можно в летний период, когда устойчивые плюсовые температуры, в составе групп, то есть можно бесплатно, без гида, можно с гидом, с музейным, заплатив небольшие деньги. Буквально несколько дней назад его на зимний период закрыли для посещения. А так в летний период, да, пожалуйста, приезжайте, конечно. И еще один вопрос. Одним из ваших увлечений является написание сказок. Пишете ли вы сказки про град Свияжск и были ли иммерсивные спектакли на основе ваших сказок? Да, я, в общем, собственно, все сказки в основном пишу про остров град Свияжск, и пример их, так сказать, театрализации он был. Один спектакль по нескольким сказкам поставила Ижевский театр-студия «Птица». Их показывали, это спектакль в Свияжске, по-моему, года 3-4 назад.
И одна сказка 9+1, она была поставлена в рамках оперной лаборатории в Казани, то есть была поставлена такая мини-опера «Зигшпиль» по сказке 9+1. Это был фестивальный проект, поскольку он требует участия там большого количества музыкантов, певцов и так далее, он, так сказать, своей регулярной жизни не получил, его показывали, по-моему, 2 или 3 раза эту оперу. Вот. Спасибо. Жанна Сергеевна, вы включаетесь? Сейчас, Артем Николаевич, не отключайтесь, пожалуйста. Жанна Сергеевна вам хочет задать вопрос. Да. Артем Николаевич, спасибо вам большое, очень интересный опыт. Я просто слушала и звала бесконечно своих коллег, подходите, потому что они все заняты работой. Очень интересный формат работы и творческой лаборатории в рамках музея-заповедника, театральная лаборатория. И у меня такой вопрос. У нас сейчас готовится выставочный проект, который во многом созвучен тем опытом и практикам театральной, которые у вас реализуются. Мы готовим проект «Мир, сотворенный заново», который сквозной осью проходит как раз от хаоса до сотворения человека. Такие темы вечные. В живописных произведениях у нас они будут представлены, поскольку мы в большей степени художественный музей, Серпуховский художественный музей. Да. И у меня вопрос такой. Вы сказали, что вас можно приглашать, что вы приезжаете, ну, в большей степени в Казани, да, а вот насколько вы легки на подъем, чтобы приехать к нам в Подмосковье? Ну, мы абсолютно легки на подъем, тут просто, ну, как бы надо понимать, то есть мы гонораров там супер никаких, конечно, никому не нужно, но там дорога, там какие-то, там, где жить, где есть, это все равно нужно. Хорошо, спасибо. Мы тогда отдельно можем поговорить. Да, конечно, я есть в Фейсбуке, там Артем Силкин, можете там написать. Отлично, спасибо большое, спасибо. Спасибо, спасибо. Вот так у нас и устанавливаются межмузейные связи. Да, но мы Ивановский проект тоже с удовольствием бы к себе пригласили, уже у них выстроится такой хороший гастрольный маршрут, Чебоксары, Свияжск, там в Казани, может быть, тоже можем организовать. Дмитрий Львович, согласны? Микрофон включите. Да, конечно. Вот видите, да, у нас... свяжемся, спишемся и пригласим вас обязательно. Так, наши слушатели, смотрите, как мы делаем нашу межмузейную работу, как у нас строятся планы. Спасибо большое, Артем Николаевич. Очень интересный рассказ. Я смотрю, у вас очень большой и, так сказать, интересный опыт работы с театральными постановками. Я думаю, да, извините, я перебью еще. Мы готовим к изданию книгу «Музей и театр», которая в начале следующего года, как я надеюсь, выйдет. И, может быть, там будут тоже какие-то интересные методические моменты для коллег. Угу. Так, а приобрести книгу возможность будет? Ну, мы, я думаю, об этом оповестим, сделаем презентацию, и будет понятно. Все. Спасибо большое за ваш опыт работы. Мы будем что-то перенимать. Спасибо. Продолжая дальше, для того, чтобы презентовать фондовые коллекции, обязательно нужна их качественная и правильная атрибуция. Атрибуция проводится во многих музеях, и, к сожалению, не всегда получается правильно это сделать. О своем опыте работы по атрибуции чувашских предметов в фондах музея расскажет Наталья Юрьевна Кашпар, Российский этнографический музей. Наталья Юрьевна, вы с нами? Добрый день. Мой доклад посвящен одной из важных составляющих музейной работы – атрибуции экспонатов. Те, кому приходилось работать с музейными коллекциями, знают, насколько иногда неполными бывают сведения об интересующих исследователей предметов. Помимо научно-исследовательской работы, точные аннотации чрезвычайно важны и в повседневной практической музейной работе, например, при подготовке выставок. Народный костюм, в частности, чувашский, как правило, достаточно сложен по составу и имеет множество вариантов. При подборе костюма недопустимо смешивать предметы разных этнографических и этнотерриториальных групп, вещи, бытовавшие в разное время. Кроме того, необходимо учитывать тонкости в способах ношения некоторых деталей одежды, сложносоставных головных уборов, поясов, украшений. Для того, чтобы не допускать непреднамеренных ошибок, коллекции музея должны быть хорошо изучены и атрибутированы. Кроме того, в настоящее время работа по атрибуции стала еще более актуальной в связи с заполнением музеями госкаталога, ставшего весьма популярным ресурсом как среди специалистов, так и среди любителей разного уровня.
Материалы госкаталога с огромной скоростью копируются и распространяются в сети интернет. Поэтому попадание в него безымянных или неверно зарегистрированных предметов приводит к тиражированию ошибок, отследить и устранить которые впоследствии становится невозможно. В Российском этнографическом музее работа по атрибуции чувашских коллекций в той или иной форме проводилась на протяжении всего периода существования музея и активизировалась в последние 5 лет. Музей был создан в 1902 году, и к настоящему времени его собрание насчитывает около 500 тысяч предметов 158 народов России и сопредельных территорий. Среди них около 5000 предметов по этнографии чувашей. Можно выделить несколько путей формирования музейного собрания, каждый из которых имеет свои особенности, накладывающие отпечаток на полноту и корректность информации о предметах. Один из главных источников поступления – организованные музеем экспедиции. В начале XX века, когда малочисленность штата не позволяла охватить экспедиционной работой значительные территории, к сбору коллекций активно привлекали корреспондентов из числа местной интеллигенции, хорошо знакомых с культурой своего региона. Как сотрудники, так и корреспонденты работали по разработанным музеем собирательским программам. Поступившие в этот период коллекции отличаются не только полнотой охвата этнографических тем, но и подробными аннотациями, включающими район бытования предмета, название на местном языке, назначение и другие сведения. Эти коллекции во многом могут считаться эталонными и служить ориентиром при атрибуции других предметов. Помимо ведущих исследователей начала XX века, ценные коллекции поступали от корреспондентов, в меньшей степени знакомых с материальной культурой народов Поволжья. В аннотациях коллекций некоторых из них содержится ряд неточностей. Так, несколько головных уборов и рубах саратовских чувашей поступили в музей как мордовские экспонаты. Помимо изначально неверно указанной информации, возникали случайные ошибки при регистрации коллекций. В начале XX века из одной экспедиции зачастую поступало несколько сотен предметов разных народов региона. Например, в 1912 году из экспедиции Сергея Ивановича Руденко в Уфимскую губернию поступило более 500 чувашских, марийских и мордовских экспонатов. При регистрации были перепутаны марийская и чувашская девичьи шапочки, носившие одинаковое название тухья, но отличавшиеся формой и декором. Предметы, поступившие из разных источников, могли быть перепутаны и тогда, когда по тем или иным причинам коллекции регистрировались со значительной задержкой. В качестве примера можно привести последнюю чувашскую коллекцию Ивана Константиновича Зеленова, поступившую в 1911 году и зарегистрированную только в 1933. Помимо отсутствия аннотаций, отличающих все предыдущие коллекции собирателя, в коллекцию попали мордовские поясные подвески и марийская вышивка. Как чувашские поясные подвески, была зарегистрирована деталь женского головного убора русских Рязанской губернии. Кроме предметов других народов, в коллекцию были включены экспонаты хоть и чувашские, но не характерные для районов, в которых работал Зеленов. К примеру, головной убор хушпу был приобретен не в Казанской губернии, а у чувашей, переселившихся на территорию современной Башкирии. Определить имя собирателя помогла фотография из коллекции Натальи Леонидовны Шабельской, на которой изображена женщина в этом головном уборе. Кроме того, на фотографии хорошо видно ожерелье, надетое, правда, задом наперед, зарегистрированное в коллекцию, полученную от Шабельской. Обе коллекции регистрировались почти одновременно, поэтому неудивительно, что предметы смешались. Приобретение в начале XX века крупных частных коллекций было еще одним важным источником поступления, позволившим в сжатые сроки значительно увеличить собрание и сконцентрировать в музее одни из лучших образцов народного искусства. Многие из этих коллекций включали предметы разных народов и, как правило, были не аннотированы. Отбор и систематизация предметов коллекции в основном проводились силами сотрудников музея и опирались на тот уровень знаний, который был на момент регистрации предметов более 100 лет назад. Так, в 1902 году серьезные затруднения вызвало выделение из коллекции Константина Дмитриевича Долматова и ее поволжской, в частности, чувашской части. Альбом фотоснимков его коллекции был опубликован в конце XIX века. При подготовке издания образцы вышивки были размещены на листах и, судя по всему, в таком виде поступили в музей, где были разделены на коллекции в соответствии с этими листами. Чувашские предметы, в том числе ставшие в настоящее время символом чувашской вышивки, нагрудные медальоны кески, были зарегистрированы как вышивки удмуртов, мордвы, эстонцев, русских Псковской, Оланецкой, Новгородской, Рязанской, Московской и Вологодской губерний, и лишь незначительная их часть попала в чувашскую коллекцию. Часть вышивок еще в предвоенные годы была опознана Татьяной Александровной Крюковой, бывшей на протяжении многих лет заведующей отделом Поволжья.
За последние несколько лет совместными усилиями сотрудников музея около 140 чувашских предметов из коллекции Долматова выявлены в разных фондах музея и атрибутировано. Еще один источник поступления экспонатов – передача из других учреждений. Для нашего музея наиболее значимой и масштабной стала передача почти 90 тысяч экспонатов и части учетной документации, расформированного в 1948 году Московского музея народов СССР. В их числе в музей поступило около 800 чувашских предметов. Коллекция Музея народов РЭМ – это своеобразный музей в музее со своей сложной и длительной историей. Организованный в 1924 году, музей вобрал в себя коллекции этнографического отдела Румянцевского музея, включая экспонаты первой этнографической выставки 1867 года, коллекции Всероссийской сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставки 1923 года, Строгановского училища и различных учреждений. Помимо этого, Музей народов проводил активную экспедиционно-собирательскую работу. К сожалению, работа с богатейшими коллекциями музея затруднена скудностью или полным отсутствием сведений о многих экспонатах. Тем не менее, благодаря сохранившейся на большинстве предметов маркировке, их можно соотнести с записями в книге поступления, инвентарных книгах и других документах, и в некоторых случаях восстановить информацию. Однако работа по атрибуции коллекции осложняется тем, что при регистрации в РЭМ был полностью изменен порядок учета, сложившийся в Музее народов. Все переданные предметы были разделены на 4 огромные коллекции, внутри которых были сгруппированы по народам, этнографическим темам и типам. Таким образом, экспонаты, поступившие в Музей народов в одно время из одного источника, в том числе костюмные комплексы, оказались разрознены. Кроме того, в сопроводительной документации значительной части предметов содержались лишь краткие сведения, а при сжатых сроках и колоссальном масштабе регистрации не было возможности сразу обратиться к другим документам. В этих случаях сотрудники составляли описание предметов, опираясь на свои знания литературы и коллекции РЭМ. Такой подход привел к ряду неточностей. Например, по внешнему виду детали чувашского костюма были разделены на 2 этнографические группы – верховых чувашей и низовых. При этом предметы средненизовых чувашей, а также чуваши некоторых этнотерриториальных групп были отнесены к низовым чувашам, либо зарегистрированы без указания группы. Как пример влияния на регистрацию сведений из литературы можно привести разделение чувашских женских рубах на рубахи замужних женщин, девушек и вдов. Эта классификация была основана на одной из распространенных в XX веке гипотез и противоречит данным, содержащимся в документации Музея народов. Также регистраторам коллекции не всегда было ясно назначение некоторых предметов. Например, по записи в книге поступления Музея народов удалось определить, что образец ажурной ткани на самом деле является головным платком. Всего за последние 3 года было атрибутировано 133 чувашских предмета из Музея народов. Наиболее значимой стала атрибуция коллекции, приобретенной Прокофием Васильевичем Озеровым во время экспедиции в Чувашию в 1934 году. Среди документов Музея народов была выявлена полевая опись экспедиции, в которой содержится информация о месте приобретения предметов и принадлежности их комплексам. Также в описи указаны номера по книге поступления Музея народов, благодаря которым удалось выявить 83 предмета из 91. Интересно, что фотографии из этой экспедиции поступили из Музея народов не в наш музей, а в Кунсткамеру. На одном из экспедиционных снимков можно увидеть передник на женщине справа и чулки на девочке, которые хранятся в настоящее время в Российском этнографическом музее. Еще одна чувашская коллекция была собрана в 1923 году в Петровском уезде Саратовской губернии экспедицией под руководством Бориса Матвеевича Соколова специально для готовящейся Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве. Полевая опись экспедиции содержит более 300 предметов по этнографии русских, татар, мордвы и чувашей. На большинстве предметов коллекции очень размашисто проставлены номера по этой описи. Не все чувашские предметы удалось обнаружить. К настоящему времени отремонтировано 23 экспоната. Из них 7 чувашских предметов были выявлены в других фондах. Например, во время экспедиции был приобретен заимствованный чувашами у русских костюм, включающий такой нетипичный для чувашей предмет, как юбка. Еще в Музее народов юбка попала в русские коллекции. Также зарегистрированным как русское оказалось ожерелье из медных пуговиц. Оно было выявлено по описанию, так как номер на предмете утрачен. Еще несколько чувашских деталей костюма были зарегистрированы как мордовские. Это 2 нагрудных украшения сурбан-щаки, типичные для саратовских чувашей, но сильно отличающиеся от украшений основных этнографических групп. Пояс и головное полотенце сурбан.
Несмотря на то, что прямо на предмете было написано «Сурбан», из-за сходства в декоре его зарегистрировали как мордовское поясное полотенце. Помимо поиска сведений о народе, месте бытования, собирателе, важное значение имеет уточнение названий предметов на чувашском языке. Многие названия были записаны на слух людьми, не владеющими чувашским. Большая часть слов легко узнаваема, но некоторые требуют расшифровки. Таковы наименования некоторых предметов из коллекции, собранные в начале XX века Тимофеем Завражневым в Узулукском уезде Самарской губернии. В счете на приобретение коллекции названия были искажены трижды. Самим собирателем, человеком, заполнявшим документ под его диктовку, и сотрудниками музея, не сумевшими разобрать плохой почерк. Приведу два наиболее ярких примера. Широкие бисерные ожерелья были зарегистрированы как сарла-газюга. В этом словосочетании неверно разделены слова «сарлага» – широкий и «щуха» – название украшения, плотно охватывающего шею. Записанное в описи название пары поясных подвесок, расположенных по сторонам центральной подвески сара, выглядит совсем необычно. Суря жумани, что нужно понимать как сара щумизем, то есть то, что находится рядом с подвеской сара. Основным источником для атрибуции музейных предметов, безусловно, служит сама музейная документация и документация учреждений, из которых предметы были переданы. Это переписка с собирателями и коллекционерами, полевые описи, счета и другие документы. В связи с этим хочется акцентировать внимание на хорошо всем известном правиле – всегда сохранять на экспонатах старые номера, надписи и этикетки. Так как номера не вечные и могут со временем стираться, выцветать и отрываться, особую важность приобретает тщательная фиксация имеющихся надписей при регистрации предметов. Подобные записи не раз помогали соотнести предметы, на которых номера были утрачены, с записями в документах. Многие сведения можно подчеркнуть в научной литературе и каталогах коллекций. Не меньшее значение имеет сопоставление предметов с коллекциями других музеев. Облегчает работу госкаталог, однако в нем зачастую не указаны не только места бытования, но и народ. К сожалению, эти сведения далеко не всегда есть и в документации музеев. Значительно помогает при атрибуции экспедиции, которая дает возможность изучить на месте сохранившиеся вещи, уточнить ареал их распространения, зафиксировать способы ношения деталей костюма и локальные варианты названий. Безусловно, невозможно знать все, просмотреть фонды всех музеев и побывать в экспедициях во всех районах. Поэтому особое значение приобретает консультация и обмен опытом с коллегами, занимающимися той же тематикой. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за помощь в атрибуции специалистам по этнографии Чувашии Геннадию Николаевичу Иванову-Аркову и Екатерине Андреевне Ягафовой. И в завершении хочется подчеркнуть обязательность занесения результатов атрибуции в музейную документацию для того, чтобы полученная информация не пропала и была всегда доступна. В Российском этнографическом музее на экспонат составляется научный паспорт, содержащий помимо выявленных сведений о предмете ссылки на архивные документы, надписи и старые номера. Научным паспортам присваиваются номера, которые заносятся в другую учетную документацию. В случае, если при атрибуции предмета изменяются важные сведения, такие как народ, место бытования, назначение, результаты работы обязательно утверждаются на заседании экспертной фондово-закупочной комиссии. Вот. Так, у меня все. Если есть вопросы, я готова ответить. Наталья Юрьевна, спасибо за интересный доклад. Вопросы появляются. Вот, например, у нас в вопросах-ответах есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли время материала экспедиции Ходосова в Чувашии? В вещевых коллекциях ничего нет. И, если я не ошибаюсь, его фотографии хранятся в Кунсткамере. Я вот сейчас не могу точно сказать, есть ли копии фотографий в нашей фототеке. Иногда бывают одни и те же фотографии, отпечатки в разных музеях. Я вас поняла. Вот тут еще есть комментарий, что это экспедиция 1928 года. Ну вот вещевых коллекций точно у нас его нет. Спасибо за ответ. К нам присоединяется Татьяна Анатольевна Давыдова. Возможно, у нее есть вопросы. Так, добрый день, я опять с вами.
Ответы во вкладке в Zoom, на них ответили, да, Наталья? Как нет, а как их прочитать? Да, на вкладке в Zoom мы уже ответили на этот вопрос. Наталья Юрьевна, выключите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Сейчас, а я как-то свернула. Вот остановить демонстрацию. Угу. Винские коллекции тоже у нас ответ был уже, да ведь? Про экспедицию был вопрос, на него ответили. А тут есть еще один вопрос. Есть ли в коллекциях Российского этнографического музея тувинские коллекции? Конечно, да. А коллекция большая? Я не могу сказать, это другой отдел. Ага, хорошо. Еще один вопрос, Наталья. Есть ли в архиве музея переписка РЭМа с Центральным Чувашским музеем по поводу экспедиции 20-е и 30-е годы? Я не знаю, я не работала, не искала эти документы. Ну, а возможность того, что они есть какая-то? Не знаю, надо отправить запрос нам в музей. Угу. Так, хорошо, спасибо. И еще один вопрос. Планируются ли экспедиции в Чувашию в ближайшее время? Планируется, безусловно, но неизвестно когда. Будем ждать. Тем более мы с вами, я так понимаю, увидимся совсем скоро. Вы к нам приезжаете на Орнамент Фест, на фестиваль. Все верно? Да, все верно. Так, значит, до встречи, Наталья Юрьевна. Спасибо большое за интересный доклад, который я опять же пропустила, но я его обязательно просмотрю. Спасибо, Наталья Юрьевна. И сегодняшний день у нас заканчивает доклад Жанны Сергеевны Олейниковой, директора Серпуховского историко-художественного музея. Атрибутировать коллекции – это очень важно. Очень важно еще, кроме этого, их правильно представлять. Сделать одну выставку в одном музее, качественную притом выставку, а не просто так, достаточно сложный процесс. А когда идет выставочный процесс между несколькими музеями или межмузейный выставочный процесс, процесс усложняется в несколько раз. У Жанны Сергеевны есть опыт проведения таких выставок, про них она нам сейчас и расскажет. Спасибо большое, я еще раз всех приветствую, кто сегодня с нами на связи. И хочу сразу поблагодарить организаторов. Прекрасные дни, прекрасные темы, прекрасные спикеры. Спасибо вам большое. Желаю дальнейших творческих успехов и всего-всего самого доброго. Так получилось, что я представляю Серпуховский историко-художественный музей, но мне бы хотелось говорить сегодня об опыте подмосковных музеев в целом. То есть мне доверили представить наш подмосковный регион. И говорить я сегодня буду об опыте подмосковных музеев реализации межмузейных выставочных проектов на примере. Презентация у меня пошла, да? Я хотела удостовериться, все идет. Хорошо, на примере двух музеев государственных в Московской области, у нас их всего 12, они разные, музеи-заповедники, Кремли, литературные музеи. И вот два музея, на примере которых я буду говорить сегодня об опыте реализации межмузейных выставочных проектов, это Серпуховский историко-художественный музей и сегодня это уже музей Новый Иерусалим, а ранее он был известен как музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим. Два музея, два абсолютно, наверное, разных музея, поскольку один и место расположения, и в целом и история развития, несмотря на то, что оба музея столетники. Серпуховский историко-художественный музей отмечал свое столетие в 2018 году, Новый Иерусалим отмечает в этом году. Серпуховский музей расположен в купеческом особняке, и кто был у нас в гостях, представляет наши экспозиционные залы, они довольно небольшие, камерные. Музей Новый Иерусалим – это огромные по площади выставочные залы. Есть в двух музеях постоянные экспозиции. И история с межмузейными выставочными проектами для Нового Иерусалима началась с 2016 года проектом «Айвазовский Крым, Подмосковье». И уже тогда был выбран путь в реализации таких программ, временных, больших выставочных проектов. В Новом Иерусалиме где-то от 2 до 3 в год получается. Серпуховский музей начал эту практику несколько позже, с 2018 года, в год столетия.
реализовали первый выставочный проект, который назывался «Пленники красоты. Генрих Семирадский. Художники позднего академизма». Разница в том, что оба музея обладают, конечно, прекрасными художественными коллекциями, но у Серпуховского музея есть своя большая база, недаром наш музей называют «Малой Третьяковкой Подмосковья». И наши выставочные проекты, проекты Серпуховского историко-художественного музея, они всегда реализуются на базе и с обязательным включением в большом процентном соотношении. Уже сейчас это идет. Изначально мы начинали с небольшого количества работ, но это всегда фонды и работы из собраний Серпуховского историко-художественного музея, которые дополняются для полноты истории, для того, чтобы раскрыть идею проекта собраниями из других музеев. Музей Новый Иерусалим, да, также в их выставочных проектах непременно участвуют работы из собрания Нового Иерусалима, но также это не всегда бывает так, а в большей степени используются те большие площади и та наработка всего штата Музея Новый Иерусалим. Я могу гордостью сказать, что у нас в регионе есть такой флагман, который задает и очень такую высокую планку в реализации выставочных проектов, соблюдая и реализуя, наверное, все самые последние тренды выставочной деятельности. Вот у нас в Подмосковье есть такая площадка, который, естественно, подтягивается, и это всем удается абсолютно музеям Московской области, и в том числе в реализации больших межмузейных выставочных проектов. Серпуховский историко-художественный музей тоже на сегодняшний день набирает обороты. В истории выставочных проектов Нового Иерусалима были выставки с участием федеральных музеев, выставка, посвященная Пикассо и Дюреру, с участием фондов ГМИ имени Пушкина, Шагал, Фаберже с участием коллекций западноевропейских музеев, европейских музеев и частных собраний, и остальные проекты с участием десятка музеев региональных, ну и федеральных в том числе. Серпуховский историко-художественный музей, тоже проекты, которые мы реализуем, они перечислены, они в большей степени отличаются тем, что мы их реализуем с участием большого количества в процентном соотношении работ из фондов и из собраний Серпуховского музея. Мне бы хотелось бы рассказать более подробно о нашем опыте, о практике на примере двух выставочных проектов. Один из них проходил на площадке Нового Иерусалима, музея Новый Иерусалим. Назывался он «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Этот проект был реализован и был подготовлен к 90-летию Московской области. Осенью всегда наш регион отмечает годовщину. И родилась такая идея объединить художественные собрания музеев Подмосковья, сделать такой большой подарок Подмосковью, и был реализован, был подготовлен большой проект, который расположился на площади 1200 квадратных метров. И уже сегодня мы знаем о том, что он по продолжительности проходил полгода и вошел в рейтинг самых посещаемых выставочных проектов среди региональных музеев, в тройку лидеров по версии издательства Art Newspaper. Эту выставку посетили 103 754 человека. Она представляла собой 90 шедевров Московской области из 11 музеев-участников, которые располагаются на территории Подмосковья. Ну, поскольку я не случайно представляю и говорю сегодня об этом проекте, этот проект был реализован творческой кураторской группой двух музеев, музея Новый Иерусалим и Серпуховского историко-художественного музея, поскольку наш музей оказал поддержку, наверное, в большинстве своем. 60% произведений, которые были представлены на выставке из 90 шедевров, это были картины Серпуховского историко-художественного музея.
90 шедевров выдающихся мастеров были представлены на этой выставке. Имена вы тоже сейчас видите на экране. Это действительно были шедевры, абсолютные шедевры для собраний в Подмосковье. И ряд вещей, представленных на выставке, были эталонными для, и хорошо знают в профессиональном музейном сообществе. Особенность этого проекта, как и особенность проекта, о котором я буду говорить в дальнейшем, это нестандартный принцип экспонирования. Реализуя до этого наши межмузейные выставочные программы с привлечением фондов и собраний других музеев, мы, наверное, не осмеливались на подобного рода эксперименты. А вот начиная с проекта «Цвет», 90 шедевров Подмосковья, мы позволили себе такой эксперимент. В основе концепции данной экспозиции лежал цветовой круг, и картины были объединены в экспозиционном пространстве по цветовому признаку, но не в степени, там, да, какой цвет в картине присутствует в большинстве своем, а иногда это были цветовые нюансы, но этот нюанс работал на общий смысл, на композиционный строй. Надо сказать, что этот проект, он был таким очень резонансным. Были отзывы, в котором этот проект и ругали, и хвалили. Но для наших посетителей и для, наверное, презентации музейных собраний Подмосковья он имел очень большое значение. Здесь я предлагаю посмотреть залы. Этот проект предполагал фундаментальную, довольно интересную концептуальную застройку. Как я уже говорила, мы выбрали 7 цветов спектра. И вот по этому спектральному кругу мы расположили картины. Здесь вот как раз-таки видно представлен синий зал. Каждый зал содержал облако смыслов согласно философии, психологии. И в целом и цветоведения давались различные оттенки, а работы уже выстраивались, ну, по принципу, здесь видно, да, там есть даже небольшие синие такие яркие нюансы. Вот зал красного цвета, здесь мы говорили о красном цвете, который от Парсуны, да, было интересно видеть соседство работ, которые создавались художниками в разные периоды. Это портреты, близкие к Парсуне, в которых красный цвет, мы понимаем, да, имел значение, рассказывал о персоне, которая изображена, и зачастую говорил о нем как наградные ленты, да, соответственно, здесь мы видим красный цвет в таком цвете, и уже красные в портретах, просто когда эти работы соседствуют рядом, это позволяло говорить и вглядываться в произведение. Это тоже одна из важных задач, которые мы ставили, реализуя этот проект, чтобы вот стереть все рамки, все привычные подходы в экспонировании для того, чтобы наши посетители, они вновь, ну, не знаю, может быть, кто-то научился смотреть картины, где-то нужно было разыскать эту красную стафажную точку в красном зале, задаться вопросом, почему эта работа здесь. Все работы были сопровождены развернутыми этикетками, и это путешествие по выставке, знакомство с произведениями искусства проходило в такой очень комфортной обстановке. Можно было и организованной группой погрузиться в мир цвета, шедевров живописи из музеев Подмосковья, а можно было в индивидуальном порядке пообщаться с произведениями искусства и узнать много нового, интересного для себя, где-то в чем-то повториться, увидеть по-новому произведение искусства. И следующий проект, значит, проект «Цвет», он был реализован, а следующий проект, который мы только готовим в стадии реализации, но буквально вот на днях должен открыться, и несмотря ни на что, на всякие пугающие факторы
с распространением коронавирусной инфекции, мы решили, что мы этот проект сделаем. Я не сказала еще о том, что, безусловно, каждый проект от идеи до момента реализации, ну, от года до 2 лет у нас проходит в работе творческой группы. Данный проект «Мир, сотворенный заново», мы открываем с 22 октября, будет работать он тоже полгода, до апреля месяца, поэтому, пользуясь случаем, могу пригласить всех к нам в Серпуховский историко-художественный музей. Здесь мы тоже позволили себе определенную смелость, обладая довольно известной коллекцией художников, представителей русского авангарда. И в целом, имея всех самых, наверное, известных представителей, которые работали на рубеже 19-20 веков, русские художники, мы устремили свой взор именно на этот период, и нам хотелось как-то по-новому показать часть нашей постоянной экспозиции. И для того, чтобы сделать это по-новому, мы пригласили еще 6 музеев, участников нашего выставочного проекта. Это Государственная Третьяковская галерея, это Русский музей. Вот буквально сейчас час-два, и у нас будем разгружать машины, которые привезут картины из Русского музея. Сегодня, несколько часов назад, мы приняли работы из Нижнего Новгорода, то есть работы подъезжают к нам, застройка в залах ведется активным образом, об этом тоже расскажу, поскольку если в Новом Иерусалиме это огромные площади, это белый кабинет, в котором, пожалуйста, строй что хочешь, мы представляем собой купеческий особняк, памятник архитектуры, и довольно много сложностей, и изначально, когда мы только начинали эти межмузейные выставочные программы, мы очень делали такие робкие шаги. Наши первые проекты, они не содержали такую сложную застройку, хотя много смелых шагов мы себе позволили. Естественно, это временная застройка, памятник при этом не страдает, мы его сохраняем, закрываем стены фальш-панелями, используем современные материалы, которые позволяют нам это сделать и добиться необходимого результата. Итак, вот «Мир, сотворенный заново», проект с участием Третьяковки, Русского музея, Серпуховский историко-художественный музей по-прежнему на 60% представляет свою коллекцию в рамках этого проекта. Также мы пригласили к участию музей-заповедник Абрамцева, Нижегородский художественный музей. У нас сложились такие творческие связи в части реализации просветительских программ. Тульский художественный музей – это наши ближайшие соседи. Музей также обладает прекрасной коллекцией русского авангарда и художников этого периода, рубежа 19-20, первых 2 десятилетий 20 века, и музей кино. Здесь под сроками проведения с плюсиком стоит параллельная программа выставки. Об этом тоже расскажу более подробно. Для нас мы не случайно называем не просто выставки, да, а выставочные проекты, поскольку мы понимаем, что самодостаточность выставки, она, конечно, велика, высока, но когда мы привлекаем другие виды искусства на нашу площадку, такие как театр, литература, музыкантов, проект начинает жить с еще большей силой и звучит еще более ярко. Вот в данном случае параллельные программы нашего музея, они набирают такие обороты, что мы уже, честно сказать, даже вот сейчас, да, сегодня, пользуясь случаем, набираем эти связи, взаимоотношения, и потом это нам позволяет для наших дальнейших проектов, имея уже определенные связи, определенный опыт работы и взаимодействия, привлекать как можно больше коллекций музеев, и музей, уже зная нас, зная нашу площадку, очень охотно отзывается. И вы знаете, мы когда, тоже хочу об этом сказать, начинали эту историю, и со стороны своих сотрудников было такое некое недоверие, да разве нам дадут, да разве Третьяковская галерея отзовется, да разве Русский музей нас поддержит, да разве там вот они совсем далеко. А оказалось, что мы зачастую ставим какие-то себе рамки, тормозим себя, но на деле, когда только ты начинаешь писать запросы, довольно активно, ну, по крайней мере, нас
Слава богу, спасибо большое нашим партнерам, очень отзывчивые, все нас поддерживали на протяжении всех этих проектов, которые мы реализуем, и сегодня мы уже не видим каких-то рамок, и как-то очень свободно, легко и уверенно себя чувствуем в реализации этих программ. Поэтому я призываю вас всех не бояться выходить на связь, и двери открываются, если в них стучаться, они открываются. Жанна, спасибо большое. Если презентация у вас закончилась, выключите, пожалуйста, демонстрацию. Нет, еще нет. Нет, еще. Я еще продолжаю. Спасибо. Да. Значит, проект, который мы готовим, он представит 87 шедевров. Это уже тоже для нас некий такой новый шаг. До этого мы представляли 30-40 произведений. Ну, вот такой смелый опыт. Визуализация, поскольку застройка сейчас у нас она в стадии завершения, но мы хотели здесь показать изменение пространства, которое меняется. Это анфилада залов небольшого купеческого особняка и как она подчиняется общей идее проекта. В данном случае мы берем, сквозной осью у нас проходят библейские темы, тема сотворения мира, от хаоса до сотворения человека, и последний зал. Проект затевался год назад, когда мы не знали, что будет, не могли еще предполагать о том, что будет происходить в нашем мире, а сегодня понимаем, что где-то пророчески затеяли этот проект, поскольку мы действительно сегодня тоже вынуждены представлять наш мир, творить его заново. И вот также у нас у этого проекта появляется такой функция дискуссионной площадки, и есть зал, который говорит о уже творениях рук человека. То есть сначала мы проводим эту линию, как Бог творил этот мир произведениями художников, и имеем возможность показать разные стили, направления, которыми был богат этот период, первые 2 десятилетия 20 века, до революции. Вот. И последний зал – это вот совсем призыв к дискуссии, мультимедийный зал также присутствует, и обратная связь в выставочном проекте также предполагается. Имена художников, которые будут раскрывать каждую тему, тоже довольно известные. И вернусь теперь в 2018 год, когда мы только начинали, это наш первый проект, те же самые залы, да, цветовой выкрас стен предполагает и играет на, в данном случае тоже были темы по тематическому признаку, объединялись картины. И та самая параллельная программа, о которой я говорила, то есть не просто сделали выставку, придумали отличную идею, собрали работы из художников, но мы продолжаем работать на протяжении полугода, реализуя различные концертные программы, интерактивные программы, различные активности для детей. Приглашаем интересных спикеров, это лекции искусствоведов, культурологов, историков. И, безусловно, тематические экскурсии, которые идут у нас в режиме нон-стоп. Мы даже отказались в какой-то момент просто от входного билета и сделали каждый час экскурсии, чтобы, приходя на выставку, можно было сразу погрузиться в нее и попасть в группу, присоединиться к группе. В 2019 году это был проект, посвященный юбилею Николая Васильевича Гоголя. Он уже имел более сложную архитектуру, театральные подходы. Мы работали с сценографами, с театральными художниками, и активно нас поддержал здесь дом Гоголя на Никитском бульваре. Тоже мы так робко вышли к ним, и оказалось, что они с большим интересом поддержали наш проект, несмотря на то, что Гоголь никогда не был в нашем городе, и это был в большей степени такой интерес сотрудников нашего музея, которые захотели к юбилею сделать такой проект, пофантазировать и попробовать объединить коллекции тоже из собраний Свердловского музея, коллекции уже 12 музеев-участников. Это была тоже Третьяковская галерея, это был Государственный исторический музей, музей Большого театра, Бахрушинский музей, студия «Союзмультфильм». Мы показали произведения Гоголя в кинематографе, в мультипликации, в книжной иллюстрации. Ну и каждый зал, он раскрывал различные периоды
жизни Николая Васильевича Гоголя от рождения до его последних дней, рассказывая, конечно, о главных его произведениях. Это вот проект «Так жил в наших стенах», проект, посвященный Николаю Васильевичу Гоголю, «Гоголь. Загадки гения». Он включал также лекции, спектакли. Мы пригласили к нам и театр Табакова, и «Сферу», и к нам приезжали студенты театральных вузов, читали произведения, монологи из произведений Гоголя. И позволили себе тоже некий такой иммерсивный опыт театральный. Наш театр Серпуховский музыкально-драматический работал с нами вплотную. Был написан отдельный сценарий, который представлял такой микс из произведений Николая Васильевича Гоголя, и уже в сопровождении таком экскурсионном и с актерами персонажи произведений Гоголя оживали в залах. Тоже был довольно интересный опыт. Вот. И на этой выставке мы впервые опробовали дополненную реальность. Можно было с мобильным телефоном, у себя в мобильном телефоне собрать дневник Николая Васильевича Гоголя. Тоже довольно интересный опыт, который мы планируем продолжить с дополненной реальностью в рамках проекта «Мир, сотворенный заново», проект, который мы сейчас готовим. И слайд, которым я буду завершать свой доклад, сегодня это очень актуальное направление во всех музеях, и мы его начали не так давно с проекта «Цвет» на площадке Нового Иерусалима, и развиваемся сегодня в рамках программы «Мир, сотворенный заново». Также наш контракт на реализацию выставочного проекта обязательно включает, допустим, в данном случае тактильные панели и другие необходимые инструменты, которые позволяют нам реализовать инклюзивную программу в рамках выставки. Соответственно, сопровождение тактильное, появляется параллельно тактильная экспозиция для работы с незрячими и слабовидящими посетителями. Это рельеф по мотивам ключевых экспонатов выставки. Мы активно взаимодействуем сегодня с обществами слабослышащих людей и утратившими слух. Проводим экскурсии с сурдопереводчиками. И отдельные программы для детей с особенностями ментального развития также в списке моих методистов сегодня в рамках для постоянной экспозиции, в рамках временных проектов тоже разрабатываются. Вот, в общем-то, то, о чем я сегодня хотела вам рассказать, о нашем опыте и призвать к тому, чтобы мы, во-первых, были открыты, мы для вас всегда открыты. Очень рада, что наши проекты имеют такую поддержку со стороны музейного сообщества. Я надеюсь, что сегодняшний мой доклад также вызовет много интересных связей. Спасибо. Спасибо большое, Жанна Сергеевна, за интересный доклад. У меня несколько вопросов. Вот подскажите, пожалуйста, вы вот эти выставочные проекты делаете разовые, то есть вы создаете большую крупную выставку, или они имеют возможность продолжить свое существование как передвижные выставочные проекты еще? Нет, сейчас это разовые программы, но мы на этот счет тоже задумывались, чтобы была возможность выставку, чтобы она имела гастроли, да, могла куда-то выехать. Такая практика есть у многих коллег, да, и я думаю, что мы сможем к этому тоже приблизиться. Спасибо. И еще один очень такой важный вопрос. Обменные выставки – это всегда в первую очередь проблема со страховкой. Как вы решаете этот вопрос? Мы решаем это для себя, мы принимающая сторона, поэтому все расходы мы берем на себя в организации, при организации таких проектов, это и транспортировка, и страховка. Вот, мы решаем, эти проекты, естественно, реализуются при поддержке Министерства культуры Московской области. Вот они у нас абсолютно плановые, и поэтому это удается, в общем-то, решить.
Хорошо, когда на страховку есть деньги, это очень идеально. И у меня теперь вопрос ко всем спикерам. Так как у нас сегодня вопрос, тема секции – это фондовые коллекции, в последнее время очень часто встает вопрос про авторские права музея при публикации изображений музейных предметов где-то на третьих площадках. Есть ли у вас такой опыт, хороший или плохой, и как вы обычно выходите из этой ситуации? Кто первый хочет ответить на этот вопрос? Есть желающие? Я могу начать. Давайте, Жанна Сергеевна. Да. Мы как раз с предыдущими нашими выставочными проектами у нас все складывалось благополучно. Ну, естественно, это запрос, это договор на договор, который позволяет нам, передать нам права в рамках выставки публиковать. Ну, естественно, мы там прописываем, какие возможности мы имеем относительно тех или иных изображений электронных копий. Вот. Что касается проекта, который мы готовим сейчас, дело в том, что там у многих картин есть правообладатели, которых найти зачастую сложно. Здесь мы выходим на компанию «Управиз», которая помогает нам решать эти вопросы. Я знаю, что в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» с проектом «Цвет» были такие тоже проблемные моменты, но они их решили благодаря компании «Управиз». Спасибо. Наталья Юрьевна, вы можете что-то добавить? Наталья у нас есть? Так, Натальи нету пока. Попросить включить. Артем Николаевич, вы с нами? Артема Николаевича тоже нету. Дмитрий Львович, вы готовы прокомментировать как-нибудь этот вопрос? Ну, вопрос с авторскими правами достаточно сложный. Есть предметы, в частности, лубок. Это тиражированное все-таки издание. Есть эти альбомы и в других собраниях музеев. Но, тем не менее, вот те уникальные, раритетные предметы. У нас есть коллекция ткани, которая насчитывает почти 500 тысяч предметов. И есть фотографии, которые, скажем так, наши недоброжелатели, скажем так, используют, тиражируют. И иногда мы сталкиваемся с тем, что в интернете и фотографии, и образцы тканей, они начинают уже гулять самостоятельно. Это проблема. Вот с такими недобросовестными использователями наших музейных предметов, наших музейных изображений мы стараемся бороться. Мы как-то уходим от их контактов и стараемся вот не разрешенное, не авторское использование как-то в интернете пресекать все-таки. Спасибо. Артем Николаевич? Сейчас меня слышно, да? Да, вас слышно. Ага. Ну, на самом деле, я над этим как бы тоже думаю. Все-таки тенденция, конечно, такова, что музеи стараются делать свои коллекции доступными с абсолютно открытой лицензией. По большому счету вызван этот вопрос об авторских правах. Это просто наши убогим финансированием музеев, да, которые существуют на большинстве, к сожалению, территорий. Вот тоже сейчас Московскую область слушал, но хорошо, когда в Московской области есть возможность сделать такие глобальные проекты. Но для большинства региональных музеев это все совершенно недоступные вещи на самом деле. Поэтому, конечно, мы рассматриваем права на публикации как источник каких-то доходов, но практика показывает, что эти доходы, они минимальные. И я думаю, что польза от того, что это будет открытая как бы лицензия, да, для того, чтобы производители сувенирной продукции могли что-то делать, больше наши доходы от этих продажи прав с этой точки зрения. У меня все, спасибо. Спасибо, что мы вам сегодня, извините, что мы мешаем ехать. Нормально так. И Мария Витальевна, вопрос у нас встал об авторских правах музейных коллекций. Как в вашем музее решается этот вопрос? Были ли у вас негативный опыт с этим? И какое решение вы увидите этого вопроса?
Ну, это вопрос на самом деле очень сложный, с одной стороны, с другой простой, потому что есть закон об авторском праве, поэтому все регулируется, и основные вещи прописаны в этом законе. У нас, слава богу, не было таких конфликтов, каких-то проблем с публикацией наших коллекций, изображений наших коллекций. Вот тем более, что у нас очень много уже опубликовано на сайте и на нашем, да, и можно посмотреть какую-то часть коллекции. Есть такой ресурс музейный, сейчас Москва онлайн, там тоже Московский музей представляет свою фондовую коллекцию, в том числе через публикацию онлайн-выставок. Поэтому, в общем, действительно соглашусь с предыдущим докладом, что мы как-то работаем скорее на популяризацию и на то, чтобы была возможность просто увидеть нашу коллекцию. Вот. Может быть, мы действительно еще не такой большой музей, и больших проблем с этим не сталкивались. У нас другой вопрос, на самом деле. Я вот, когда вам рассказывала про нашу студию «Биоэфир», да, которую мы делаем, у нас есть другая история, которая очень казалась сложной. Мы очень много сил тратим на подготовку презентаций, да, потому что во время ведения занятий наши сотрудники используют презентации. И вот там фотографии, да, которые мы используем, схемы. Вот, в общем, вот это есть история. Оказалось, что от некоторых слайдов пришлось отказаться, потому что просто, нету, да, иначе будет нарушение авторских прав, да, то есть мы не можем некоторые рисунки использовать. Мы, конечно, сейчас подключаемся и используем разные стоковые, например, публикации, да, с различными животными, растениями, которых у нас нет в базе наших сотрудников. Ну, в общем, вот это тоже история. Я думаю, что музейщики, конечно, очень волнуются о том, чтобы их публикации, там, их фотографии, их коллекции никто не стащил и не своровал. Но давайте посмотрим, а что мы же с вами делаем, да, когда делаем презентации, на экскурсиях, да, вот посмотрите на те презентации, которые вы делаете к своим экскурсиям. Сколько из этих фотографий вы используете с нарушением авторских прав? Да, и я уверена, что у каждого, кто ведет экскурсии, он, собственно, если вопрос такой себе задаст, он поймет, что да, там большую часть фоток обычно нельзя публиковать просто так. Да, поэтому это такой обоюдный вопрос, а нет ли у нас у самих каких-то бревен, да, в глазах, на которые тоже надо посмотреть, потому что я очень жестко дала сотрудникам и дизайнеру, который делает там в едином фирменном стиле презентацию, жестко дала команду, что ни в коем случае, да, никак, надо обязательно указываем автора, по возможности с ними связываемся, как-то согласовываем эту публикацию фотографий в презентации, потому что, в общем, это вопрос такой, знаете, он действительно сложный, а главное простой, потому что есть закон, повторюсь, и юристы обычно должны помочь в этом. Спасибо большое, Мария. Наталья, готова прокомментировать? Так, Наталья, ничего. Меня, наверное, не было слышно. Нет, я не готова. Мы не занимаемся этими вопросами. У нас заместитель директора по учету и хранению. Хорошо, спасибо. То есть вопрос решения авторских прав по использованию и публикации музейных предметов, да, как Мария Витальевна и сказала, с одной стороны это все просто, но с другой стороны, если в него углубляться, то можно углубиться до такой степени, что уже совсем все перестает казаться простым достаточно. Большое спасибо всем спикерам. Сегодняшние наши доклады были очень интересные. Мне кажется, что именно подобными способами, разными притом способами, и через онлайн, и через театрализацию, и классическими выставочными способами, если мы будем показывать свои фондовые коллекции, тем больше мы будем привлекать наших посетителей. А если наши коллекции атрибутированы правильно и правильно, и так, как нужно, значит, эти предметы можно будет использовать, с ними уже будет более проще работать. И уже, наверное, второй день я в конце говорю, что
Не ставьте себе рамки, границы, творите, дерзайте, как сказала Жанна Сергеевна. То есть если есть идеи, делитесь ими, делитесь не только идеями, делитесь опытом. Совместная и коллективная работа дает все-таки больше возможностей для расширения аудитории, что очень важно для сегодняшнего музея. И о завтрашнем дне немного. Завтра мы с вами встречаемся, как обычно, в 10. Можно в Zoom, можно на канале YouTube Чувашского национального музея. Завтра секция у нас называется «Применение технологий фандрайзинга в музейной деятельности». С нами завтра будут Татьяна Валерьевна Фирстова, заведующий сектором по работе с корпоративными заказчиками Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Татьяна Николаевна Червячкова, заведующая отделом музейного развития Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея, Наталья Владимировна Козловская, заведующая отделом развития Музея изобразительных искусств Республики Карелия, Денис Владимирович Загоскин, заведующий научно-методическим отделом Томского областного краеведческого музея, и Алексей Викторович Матвеев, директор Новоуренгойского музея изобразительных искусств. Кстати, у нас там завтра предполагается маленький сюрприз от Алексея Викторовича. Будем ждать. Спасибо большое всем за внимание. Если какие-то вопросы есть, можно писать в комментариях под трансляцией ВКонтакте в группе Чувашского национального музея. Спасибо всем еще раз большое. До завтра.